Победа в Великой Отечественной войне для всего постсоветского пространства имеет величайшее значение. Сегодня мы посмотрим, как память о ней была увековечена в нумизматике. Рассмотрим эволюцию монет от Советского Союза до современной России, а также политику стран СНГ в данном направлении. Денежная система России, зародившись еще во времена отдельных княжеств, прошла долгий путь развития до современных дней, отражая изменения в дизайне, технологиях производства и идеологии страны. Да здравствует Ленинская коммунистическая партия! Если в годы Российской империи, за редчайшими исключениями, вроде 300-летия дома Романовых, существовали только обычные монеты для обращения среди населения, то в период Советского Союза появилось уже специальное направление в нумизматике и коллекционировании. Чеканились общедоступные монеты с большими тиражами, отражавшие в себе культовые события, исторические даты и выдающихся личностей. Монеты подчеркивали единство народа и его достижения, имели единый строгий дизайн. Красота-то какая! Лепота! Одна из главных задач нумизматики – это не просто изучение монет и медалей, а патриотическое воспитание, позволяющее погрузиться в историю своей страны, ее традиции и ценности. Изучая монеты, мы узнаем о важнейших эпохах страны, о людях, которые создавали ее историю, и о том, как менялся облик государства на протяжении веков. Это помогает формировать у населения гордость за свою родину, уважение к национальным символам и ценностям. Сегодня на Красной площади легендарное Знамя Победы. Оно в руках Героя Советского Союза полковника Самсонова, ассистенты у знамени Героев Советского Союза Кантария и Егоров. Вполне логично, что первой памятной монетой в Советском Союзе стал рубль 1965 года в честь 20-го юбилея Победы. Он отчеканен огромным тиражом в 60 миллионов экземпляров на Ленинградском монетном дворе. В центре сюжета монумент павшим в боях за Берлин советским воинам, воин-освободитель, на военном мемориале в Трептов-парке в Берлине. При его строительстве состоялось перенесение останков советских воинов, погибших в боях за Берлин. Всего в Трептов-парке было перезахоронено более 7 тысяч тел, из которых более половины неизвестных. Памятник расположен на вершине насыпного кургана. К его постаменту ведет лестница. Внутри находится круглый памятный зал, стены которого украшены мозаичным панно, на котором изображены представители различных народов, включая народы Кавказа и Средней Азии, возлагающие венки на могилу советских воинов. Над их головами на русском и немецком языках написано: «Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества». В том же 1965 году была учреждена юбилейная медаль с аналогичным дизайном, которой было награждено более 16 миллионов ветеранов. Спустя 10 лет аналогичным образом и на монете, и на медали был изображен монумент «Родина, мать зовет», являющийся на тот момент самым высоким памятником в мире. В следующий юбилей Победы на монете находилось изображение главной боевой награды Красной Армии – Ордена Отечественной войны. Именно в 1985-м, к 40-летию Победы, юбилейным вариантом ордена было награждено более 7 миллионов человек. Нет среди героев и двух одинаковых судеб, но есть одно общее. Каждый из них совершил подвиг. От тематики юбилейных дат Советский Союз отошел в 90-м, выпустив монету с портретом маршала Советского Союза Георгия Жукова. В ходе Великой Отечественной войны он последовательно занимал должности начальника Генштаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР. Широко известно высказывание, приписываемое Адольфу Гитлеру: «Если бы в германской армии был хотя бы один такой генерал, как Жуков, то Германия давно бы завоевала мировое господство». Обнаружил только, встретил женщину. Копается что-то такое. Хотел разузнать у нее, обращаюсь к ней, не отвечает, смотрит непонимающим взглядом. Вдруг выходит, из угла другая женщина. Вы, говорит, у нее не спрашивайте ничего. Она с ума сошла. С горя. С какого, я говорю, горя? А вот вчера налетела авиация. Она, говорит, набирала воду из колодца. На ее глазах в дом попала бомба. Дом разрушил, и под этими обломками придавило ее внучат двоих.
8 мая 1945 года в 22:43 в Карлсхорсте Жуков принял от генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. Позже именно он принимал парад Победы 45-го в Москве, а также в сентябре парад Победы союзных войск в Берлине. Вопреки последней воле Жукова о погребении в земле и невзирая на просьбы семьи к высшему руководству страны, его тело было кремировано. Урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади Москвы. Урна с прахом четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова устанавливается в Кремлевской стене. Последней монетой, которую успели отчеканить при СССР, стали 3 рубля 91 года, 50 лет победы в сражении под Москвой. Один из переломных моментов во Второй мировой войне. Героически защитив столицу 5 декабря 1941 года, Красная Армия перешла в контрнаступление по всему фронту, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила при этом немецкие войска на сотни километров от столицы. За все время сражения за Москву погибло более 900 тысяч советских солдат, а день начала советского контрнаступления под Москвой является одним из дней воинской славы России. После распада СССР началось создание новых национальных монетных программ. В России и других странах бывшего Советского Союза появились новые символы и национальные гербы. В этот период вырос интерес к сохранности исторического наследия новых государств и возвращение к досоветским истокам. Разработка дизайна монет стала более разнообразной. Россию это коснулось в меньшей степени. В начале 90-х в нашей стране выпуском денег занимался Банк России. Под его управлением в 92-м, одновременно с монетами в память годовщины русского суверенитета и победы демократических сил России, была выпущена монета, посвященная Ленд-Лизу и Северному конвою с флагами Британии, США и СССР. 2 годами позже с флагами этих стран выйдет еще и монета в память об открытии Второго фронта в Европе. В общем же, эти монеты к 1995 году оформятся в первую полноценную серию «50 лет Победы». В ней отражены различные эпизоды Великой Отечественной войны, от обороны Севастополя до боев в Маньчжурии и капитуляции Японии. Также к 50-й годовщине Победы вышла и серия из 8 монет освобождения Европы с изображениями крупных европейских городов, освобожденных Красной Армией. Монеты этого периода во многом еще повторяют строгий советский дизайн, однако с переходом в 21 век радикально меняется и внешний вид наших денег. Из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. К 55-летию Победы в 2000-м была выпущена первая биметаллическая 10-рублевая монета по мотивам легендарного фотокомбат. С таким дизайном позже будут запущены 2 огромные серии монет – Российская Федерация и древние города России, а характерное оформление станет традиционным вплоть до наших дней. В том же 2000-м впервые появляются и юбилейные 2-рублевые монеты. Серия состояла из 7 монет, а темой стали города-герои СССР. Например, на монете, отчеканенной в честь Ленинграда, изображены 2 грузовые автомашины. На заднем плане – очертания шпиля Адмиралтейства. На сталинградской монете – солдаты в момент атаки, разрушенный дом и очертания пылающего города на берегу реки. Стоит отметить, что в СССР звание «Город-герой» удостоились 12 городов, однако на монетах изображены лишь города, которые остались в составе Российской Федерации после распада Союза. Не были изображены на монетах 5 городов – Одесса, Севастополь, Киев, Керчь и Минск, а также удостоена звания «Крепость-герой» Брестская крепость. После присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации в 2017-м были выпущены 2-рублевые монеты с изображениями городов Керчь и Севастополь. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Новые монеты отличаются металлом, а также тиражом. Вместо 10 миллионов было отчеканено только 5 миллионов монет. Тенденция по чеканке монет в юбилейные годы перешла от Советского Союза к России. Помимо уже упомянутого 2000-го, в 2005-м на монете был изображен Вечный огонь, в 2010-м знак Ордена Славы, лежащий на пятиконечной ленте. В 2015-м выпущено сразу 3 монеты, 2 из которых повторяют дизайн монет СССР, а на 3-й изображена скульптура «Перекуем мечи на Орала» в Нью-Йорке.
В 2020-м на монете находились стилизованные цифры и пятиконечная звезда. Все эти монеты были отчеканены большими тиражами и являлись доступными для любых коллекционеров. Однако в 2025-м Банком России в честь 80-го юбилея Победы была выпущена монета небывалого ранее номинала 50 рублей и весьма скромного для такого события тиражом в 1 миллион экземпляров. Встретить ее в обороте на сдачу в магазине практически невозможно, а цена у перекупщиков составляет около 1000 рублей. В 2011 году Банк России начал выпуск монет серии «Города воинской славы». Они изготовлены из стали с латунным покрытием. На аверсе изображен герб города, а внешне и по размеру они полностью идентичны обычным 10-рублевым монетам. Тираж каждой по 10 миллионов. Город воинской славы – это почетное звание Российской Федерации, которое присваивается отдельным городам России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Большая часть этих городов находится в европейской части России. На Дальнем Востоке городами-героями являются Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. 5 декабря 2016 в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыт мемориальный комплекс, посвященный всем городам воинской славы России. Гранитная стелла включает 16-метровую колонну и плиты с гербами городов воинской славы. Наша задача всех поколений российских граждан, задача российского государства – сохранить память о Великой Отечественной войне. На данный момент насчитывается 47 городов воинской славы. 15 ноября 2022 президент Российской Федерации подписал указы о присвоении почетного звания «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Монеты, посвященные этим городам, не выпускались. В 2013-м была выпущена монета к 70-й годовщине Сталинградской битвы. В центре ее сюжета скульптура «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. А годом позже большая серия 5-рублевых монет с изображениями ключевых операций Великой Отечественной войны. На монетах находятся памятники, посвященные конкретным операциям. Вникните в такую цифру. 24 офицера, артиллериста, вызывали огонь батарей на себя. Трудно даже представить вот Севастополь последних дней обороны. Действительно, в городе не осталось ни одного дома, все было развалено, все было разрушено, но все равно на осколках стен писались большими буквами, углем, писали, что Севастополь не сдается, и Севастополь скоро очень будет опять советский. 15 декабря 2015 Центральный банк выпустил в обращение новые монеты, посвященные сражениям на Крымском полуострове. На сегодняшний день, несмотря на небольшое количество монет, серия считается завершенной. В нее входят оборона Севастополя, на монете изображен памятник матрос и солдат в Севастополе, Керченско-Альтигенская десантная операция, оборона Аджимушкайских каменоломен, в центре ее сюжета фрагменты барельефа местного мемориала. Крымская наступательная операция, в центре монеты фрагмент диорамы «Штурм Сапун-горы» 7 мая 1944 года в Севастополе. Заключительная 5-я монета показывает партизан и подпольщиков Крыма. На ней изображен памятник партизанам и подпольщикам в Симферополе. Операции с монетами серии попали под введенный Нацбанком Украины запрет на принятие монет в банках и иных финансовых учреждениях на территории Украины. Этот запрет распространяется на все выпущенные в Российской Федерации монеты и банкноты, посвященные Крыму и Севастополю. Спустя год появилась еще одна объемная серия, посвященная столицам, освобожденным советскими войсками от фашистов. Как и ранее, на них отчеканены памятники советским солдатам. Всего же за пару лет было выпущено более 35 монет схожего дизайна и тематики, что негативно сказалось на интересе у коллекционеров. Монеты покупались сразу полными альбомами, а отдельные монеты не вызывали у людей практически никакого интереса. Противоположным примером является выпуск 25-рублевых монет, которые впервые появились в преддверии Сочинской Олимпиады. Понравившийся населению формат вернулся в 2019 с выходом серии «Оружие Великой Победы». На монетах были изображены ключевые экземпляры вооружения, использовавшиеся в Красной Армии, от танков Т-34 ИС-2 до самолетов и стрелкового оружия.
В сумме сейчас насчитывается 19 монет этой тематики. 27 января 1944 года произошло окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Длившаяся 872 дня блокада города стала одной из самых продолжительных и кровопролитных осад крупных городов в истории человечества, и в 2019 исполнилось 75 лет с этой даты. Данное событие было отмечено и Банком России. На 25-рублевой монете находится рельефное изображение мемориала «Разорванное кольцо». С 2021 года Банк России выпускает серию монет, посвященную городам трудовой доблести. По дизайну монеты схожи со своими предшественниками, городами воинской славы. На май 2025 года отчеканено 20 разновидностей монет. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. На этом российские монеты, посвященные победе, заканчиваются. Безусловно, есть еще и монеты из драгоценных металлов, выпускаемые малыми тиражами и стоящие зачастую больших денег. Однако они доступны лишь малой доле коллекционеров и, по сути, той самой патриотической роли не выполняют. Поэтому в данном материале эта категория монет не рассматривается. Ключевым отличием советской монетной системы от российской, безусловно, является количество выпущенной продукции. Однако главный плюс России является и ее же минусом. К сожалению, количество не всегда перерастает в качество, и многие современные монеты едва ли отличимы друг от друга, в то время как большие и даже монументальные монеты СССР более приятны и визуально, и тематически. Существует один строгий дизайн и максимально понятна логика тематической привязанности. Однако факт большого количества современных монет, безусловно, расширяет и аудиторию, увлекающуюся коллекционированием. Если в начале века на сдачу часто попадались памятные монеты, то сейчас это большая редкость. Любой кассир с удовольствием оставит себе заветную монету. Широкой публике необычные монеты интересны, и государство в полном объеме заполняет эту потребность. Но лично я хотел бы иметь в своей коллекции меньшее количество, но лучшего качества. Но, быть может, в других странах бывшего СССР дела обстоят по-другому. Аналогично России, Казахстан выпускает памятные монеты раз в 5 лет, в юбилейные годы, но специальных серий там нет. Беларусь в юбилейные годы чеканит как отдельные монеты, так и небольшие серии. В этом году к 80-летию Победы Нацбанк даже выпустил специальную банкноту номиналом 80 рублей. Украина чеканила свои монеты в память о 60-летии освобождения Украины, 60, 65-летии и 70-летии Победы. В Азербайджане, Армении, Грузии, Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии за 30 лет независимости монет, увековечивавших память о победе, отчеканено не было. Также интересно, что за время советского контроля над ГДР там было выпущено несколько тематических монет. Среди них, например, 20 лет Варшавскому договору и 40 лет освобождения от фашизма. Таким образом, несмотря на существующие у наших монет недостатки, в количественном плане им равных нет. И исходя из популярности военной тематики, в дальнейшем их наверняка будет еще больше. Но пусть они вдохновляют нас ценить мир и добиваться единства, чтобы будущее было таким же светлым, как победа в той страшной войне. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.